Итак, всем добрый день. И с вами сегодня я, Ольга Лалетина, партнер компании Денделайн. Как обычно, у нас сейчас от 70 до 94 участников. В начале, в конце будет почти 300 человек. И они начнут спрашивать о том, о чем я сегодня веду речь. Поэтому прошу меня поддержать, если вопросы будут повторяться. Итак, магний-водород. Инновационный продукт. Магний-водород – продукт биохакинга. Почему мы это слышим каждый раз? У меня партнеры как-то раз сказали, что неужели мертвого из могилы поднимает? То есть человек уже в тотальной стадии, в определенной стадии, когда уже отказываются доктора и все остальные. Мы переводим таких людей на 10 капсул в день, и люди начинают оживать. Это и у нас сейчас очень хороший результат по раку желудка. Хорошие результаты идут по раку легких. Ну, я вообще уже не говорю про рак груди, мастопатии и так далее. То есть это уже как бы вариант проверенный. Очень хорошо идут миомы и рак матки. Хорошо идет аденома простаты, рак простаты, вот даже в тотальных стадиях. То есть у нас партнер 83 года с 12-го. Ну, партнер его дочка, она брала отцу. Он уже лежал, она брала отцу магний-водород, паразитарку, и он пил по 10 штук в день. Сейчас они пошли на 8 после 3-го обследования в онкодиспансере, когда им сказали первый раз у него начали уходить, я постараюсь выложить все это в чат, у него начали уходить метастазы, уменьшилась опухоль. Второй раз анализ стал еще лучше, а в 3-й раз его вывели к дочери и сказали: забирайте своего симулянта, больше гастрита мы ему поставить не можем. То есть вот такие вот результаты. Но я хочу сказать, люди боятся пить большими дозами, большие дозы. Это не для инсультников, это именно по раку, это цирроз печени, рак печени. То есть уходим на такие большие дозы. По 2 штуки пьем через 2 часа. Вот. Человек приходит в себя. Другой разговор, что это как бы надо водорода много. Но вот сегодня у нас идет промоушен, промо-акция еще до конца месяца. И поэтому постарайтесь, конечно, купить магний-водород и порекомендовать людям, потому что это действительно панацея. Мы все время ждали таблетку кремлевскую, которая будет лечить все. Вот сегодня мы с вами получили и диагноста, и доктора, и лекарство, все в одной капсуле. Он пробуждает скрытые возможности организма человека. Он сам диагностирует и начинает убирать такие проблемные зоны. Что хочу сказать по тяжело больным. По тяжело больным могу сказать так, что обязательно из питания надо убрать все сладкое, дрожжевое, вплоть до винограда. То есть, естественно, финики тоже не рекомендуются, нельзя. Пожалуйста, орехи, соленые, каши. Люди пусть кушают, но надо воздержаться от того, что у нас именно дает рост грибам в организме. Очень много теорий, но рак у нас бывает абсолютно разный, но у всех при этом организм закисленный. Поэтому, когда мы начинаем принимать магний-водород, я уже очень много раз об этом говорила, мы с вами получаем водородный генератор внутри нашего организма. Он попадает в желудок, происходит реакция с желудочным соком, и водород выделяется в виде газа.
поэтому может быть и отрыжка, поэтому у людей метеоризм, когда кишечник чистится и так далее, и так далее. Но надо это все пережить, это не так страшно. А, Это не так страшно, когда тебе уже поставили а, смертельный диагноз, именно тогда у человека происходит переоценка ценностей. К сожалению, не у всех, но те, кто хочет жить, они уже особенно не кричат, что это очень дорого. Вот. Хочу остановиться еще на псориазниках. Вот псориаз у нас, псориаз и кожное заболевание уходят у всех. То есть это уже проверено, то есть уходят практически у всех. Еще проблемы гормональная проблема, то есть это щитовидная железа, бесплодие и так далее, тоже уже очень много результатов. Ну, что хочу сказать по псориазу. Опять возвращаюсь к цене. Говорят, ой, дорого. Я согласна, может быть и дорого, но ведь люди едут на Мертвое море, люди едут еще куда-то для того, чтобы спастись от псориаза, и это не помогает. То есть оно помогает на время, и на этом все заканчивается. Могу вам так сказать, вот видите, нас уже с вами уже 135 участников, в 2 раза больше. Могу сказать так, что у псориазников полный набор паразитарных инвазий. Это и круглые, и ленточные черви, и всевозможные и грибы, потому что бывает псориаз сибарейный. Сибарея – это именно грибковое заболевание. Вот. И когда люди пьют паразитарку, организм начинает очищаться. Мне много приходит сообщений, вот у меня на лодыжке там выскочили какие-то прыщи от водорода, вот у меня там на теле еще вышло что-то. Это выходит герпес. Он может выйти и во рту, и в носу, и где угодно. И люди начинают пугаться и перестают пить. Я в такой ситуации рекомендую увеличить в 2 раза, в 3 дозу, и тогда герпес очень быстро уходит, очень быстро. Вот. Потому что герпесов очень много видов, и герпес – это вирусное заболевание. Такие герпесы, как цитомегаловирус и вирус Эпштейн-Барра, дают невызревание тромбоцитов. Это у людей несвертываемость крови. Вирус Эпштейн-Барра может к суициду людей склонить. Вирус Эпштейн-Барра вызывает мононуклеоз белокровия. Вот. Поэтому нам с вами надо сейчас, особенно в наше время, организм защелачивать. Надо дать ему отдохнуть. То есть, когда мы начинаем принимать водород, у нас начинает чиститься печень, начинает чиститься кишечник. И не пугайтесь, то, что у вас стул не сформированный. Ничего в этом страшного нет. Если у кого-то происходят такие моменты, что жгет анальное отверстие, давайте подумаем так. У нас жгет анальное отверстие, когда мы чем-то с вами отравились. И вот когда у нас понос, и мы отравились, то есть с нас идет именно грязь, отрава идет. И если такое происходит, надо просто пережить этот момент, потому что из организма идет отрава. У нас очень хорошие результаты по камням в почках, хорошие результаты по камням в поджелудочной железе, в желчном пузыре уменьшаются камни, в почках камни вообще практически растворяются. И все-таки хочу остановиться на Авелайне. У нас партнеры, сами мы живем на Байкале, то есть мы на рыбе все время. А сейчас у нас рыба везде заражена, это не секрет, особенно после строительства гидроэлектростанции и всего остального. И, к сожалению, умуль тоже у нас заразный. На Дальнем Востоке люди живут на рыбе. И когда начали идти паразиты, вот мы собираемся в офисе, завтра еще соберемся, у нас делимся результатами. И люди начали принимать по 5 авелайна. По 5 авелайна, потому что ленточные выходят не полностью.
То есть у них дискомфорт, но они не выходят полностью с головкой. Поэтому начали принимать по 5 штук на ночь, чтобы полностью избавиться от паразитарных инвазий. Вот. Они могут выходить в форме, как будто это шарики жировые, они могут выходить в любой форме, могут круглые выходить. Даже видели черные семечки, то есть людей, как черные семечки идут. То есть паразит, он может быть не только белый, как вот принято считать. Они есть коричневые, белые, всевозможные. Даже так скажу, что в свое время, когда еще до водорода предлагали очистку кишечника, там идет кора дуба, настоянная на водке, кефир и касторовое масло. Вот. Одна женщина у меня взяла рецепт и потом пришла и сказала, что кроме того, что аписторхи у нее там, как маковые семечки, все было усеяно, у нее, она сказала еще, бегали как мухи вот от комаров. То есть и то, что находится у нас внутри, мы даже сами с вами предположить не можем. То, что изучено, изучено не все. Плохо еще изучена акарология. Вот клещ подкожный, он же уходит, то есть даже если мы принимаем какие-то препараты, то есть он уходит под кожу, там, где нет кровоснабжения. И когда мы пьем с вами таблетки противопаразитарные, они не достают клеща. А вот водород, он достает абсолютно все. Он спокойно проходит сквозь энцефалопатический барьер. Он спокойно проходит сквозь липидную оболочку клетки. То есть и ее гидратирует. Вот вы это должны прекрасно понимать, потому что очень много сейчас фейков, очень много. И прям, я вам так скажу, вплоть до того, что пишут, что при вдыхании водорода могут быть непредсказуемые осложнения, и у человека происходит кома. Но это же смешно. Во-первых, мы не дышим водородом. А во-вторых, даже если у вас водородный генератор, и вы вдыхаете именно водород, то это очень полезно. Какая может произойти кома от водорода? Ну, ладно, Бог им судья. И поэтому водород уже изучался очень и очень давно, им давно интересовались ученые. В Японии есть клинические испытания, в США есть клинические испытания. И сейчас именно продвинутые все доктора, наука остановились на том, что именно при защелачивании организма начинают проходить абсолютно все негативные процессы. То есть организм начинает омолаживаться и система организма начинает восстанавливаться сама. То есть, когда у нас водород попадает в клетку, он ее вычищает от продуктов жизнедеятельности наших же митохондрий, запускает, защелачивает, клетка начинает функционировать нормально, правильно, уходит в ядро клетки после этого, если его хватает, если мы на 120 килограмм не пьем одну таблетку. То есть он расходуется, чем тяжелее болячка, тем больше расход водорода. И вот сейчас я немножко здесь еще остановлюсь. Мне пишут, я по 3 капсулы пью водорода, и у меня такая паника, такая паника. Я говорю, если у вас с 3 капсул водорода не прошла паника, значит, вам надо 6 выпить, значит, вам не хватает магния, потому что магний-водород убирает и панические атаки, и Альцгеймер, и Паркинсон, и деменцию, оживает мозг. То есть он делает, у человека происходят такие непредсказуемые вещи, центр речи восстанавливается, как у инсультников, так и у деток с аутизмом, когда задержка речи.
У нас сейчас много новых диагнозов появилось. Вот. Но суть в этом. И системные заболевания уходят, которые считаются практически неизлечимыми. То есть уходит хроника. Но да, конечно, все это проходит через осложнения, потому что ощущение, что лента болячек отматывается с определенной скоростью назад. То есть вы начинаете вспоминать, да, у меня вот тут тоже болело когда-то, и вот тут тоже болело. Ну, надо это понимать, надо это пережить. Если вы хотите дожить на собственных ногах и при нормальной голове до глубокой старости, вот, дожить качественно, я хочу сказать, именно жить качественно, я, может, не так выразилась. Вот. Что еще такого очень интересного? И вот когда у нас клеточка вычищается, водород идет в ядро клетки после этого. Он удлиняет теломеры, и если эта клетка атипичная или, скажем, раковая, или патогенная какая-то, то он начинает исправлять, потому что вот эти вот атипичные клетки, они не имеют свойства апоптоза, они не имеют свойства самоуничтожения. Так вот, водород перестраивает клетку на самоуничтожение. Вот. Поэтому мы с вами имеем такие результаты. Что еще? Не возбраняются с водородом никакие травы, пожалуйста, никакие БАДы. Только почистите сначала организм. Мне говорят, мы хотим попить для сосудов и попить водород сразу. Я говорю, пожалуйста, попейте водород и попейте противопаразитарку. Я вам так скажу, что с 70% наших партнеров и клиентов люди не хотят огласки. Только, пожалуйста, я говорю, мы опосредованно скажем, что вот там у знакомых там вот так, нет и все. То есть люди не хотят огласки. И у 70% идут паразитарные инвазии. Я еще такого не видела ни в какой компании. У нас в Арго очень хорошие паразитарные комплексы. Везде паразитарные комплексы, в принципе, хорошие. Они с флавоноидами, это горечи. Даже просто травы мы смешивали, помню, смешивали 4 травы, 5 трав смешивали. Ни для кого не секрет, что гвоздика глистогонит, там очень многие, полынь глистогонит, пижма, кора дуба. Я просто хочу сказать, что именно наши препараты, которые у нас вот магний-водород выпускают на Украине под Киевом, и магний-водород выпускают в России, в Москве, под Москвой. Вот. Все остальные продукты заказаны в Болгарии. Почему в Болгарии? Потому что именно там нашли самое хорошее производство и по цене приемлемое производство, потому что из трав берут только стволовые клетки, то есть не вытяжку берут, не просто как бы траву соединяют, а берут именно стволовые клетки, поэтому сам препарат работает на 90%, 87-90% его проверяли на аппаратуре, поэтому такие результаты. Что охота еще подметить. То есть с чего начинается наше с вами лечение? Оно начинается с очистки желчевыводящих путей, потому что идет разжижение крови, соответственно, разжижается и желчь. У нас получается с вами магнезия своего рода при соединении с желудочным соком. И человек ослабит, начинает уходить грязная желчь. Поэтому кал может быть черно-зеленого цвета, там зеленые, еще какие-то включения. Потом мы видим, что с нас идет пластилин, у кого-то выходит очень много слизи. И еще задают вопрос, неспецифический колит, неспецифический язвенный колит. При язвах уже говорили, что при открытых язвах употреблять и кровотечениях нельзя водород, потому что он разжижает кровь, растворяет тромбы, практически полностью растворяет все тромбы.
Соответственно, уходит и варикозное расширение вены, геморрой уходит. И вот когда человек поел, как утка, и в туалет, поел и в туалет, то есть человек даже кушать боится. То есть либо у вас запоры, либо у вас поносы, водород выправляет и то, и другое. И то, и другое. То есть он именно сам приводит в норму кишечник, поэтому у многих идут каловые камни, ничего не бойтесь. Пусть паразиты покидают наше тело, пусть выходит с нас вся грязь, вся слизь, моча приобретает такой светло-зеленый цвет, становится моча светло-зеленого цвета, ну слегка, не говорю, что совсем зеленая, а именно не желто-коричневая с пеной, а прозрачно-зеленая, зеленоватая. Это говорит о том, что организм наш защелочен. И если вы даже найдете лакмусовую бумажку и попробуете, то вам выдаст лакмусовая бумажка щелочную реакцию. Вот. То есть сам водород в процессе жизнедеятельности наши клетки образовывают активный кислород. То есть это атом кислорода, активный кислород – это атом кислорода. Вы не путайте, потому что сам кислород, и он очень вреден для организма. Молекула кислорода нам нужна. У нас кровь должна быть насыщена кислородом, чтобы человек дышал, легкие, чтобы работали хорошо, чтобы голова хорошо работала, мозг и так далее. А вот активный кислород, он нам не нужен. И поэтому, когда водород связывает активный кислород, он превращает его в воду. То есть, кроме того, что он работает как антиоксидант очень мощно, он еще и гидратирует организм. То есть, вот эта молекула воды, она образуется прямо непосредственно и в клеточке, и в межклеточном матриксе, и в кишечнике, абсолютно везде. Поэтому начинается работа именно с соединительной ткани, потому что у нас практически весь организм состоит из соединительной ткани. У нас омолаживается соединительная ткань, то есть это все пленочки, фасцы, связки, канальчики, все кишечник, мочевые пути. У женщин перестает, вот после менопаузы у женщин моча перестает подтекать. Там матка поднимается, если опущение матки. У мужчин приходит все в норму, они начинают один раз ходить ночью в туалет, проходит простатит, аденома простаты, проходит рак простаты. Такие результаты мы тоже имеем. Поэтому ничего не бойтесь, пейте. И если вы думаете, что у вас намного сильнее будет понос, если вы будете принимать больше капсул, ничего подобного. От того, что вы примете, допустим, 4 капсулы, или уже у человека очень тяжелое состояние, он перейдет на 10 капсул, ничего не произойдет. И еще раз, если у вас нервная система истощена, если у вас постоянные панические атаки, если у вас судорожный синдром присутствует, и вы, принимая 2 капсулы, он не уходит, а может усилиться, надо понимать, что не хватает магния, не хватает водорода, потому что без водорода 300 реакций не идет в нашем организме, и без магния 300 процессов тоже не идет в нашем организме. Поэтому они работают в синергии. То есть в данной ситуации мы их не плюсуем, а мы их умножаем. Поэтому вот такие хорошие результаты. То есть если вы понимаете, что у вас не начался глубокий сон, значит вам мало магния. От того, что у нас есть норма, я согласна, но кто-то выпьет эту норму, и у него все хорошо, кто-то выпьет, и у него ничего абсолютно не меняется. Я еще раз останавливаюсь на щитовидных и паращитовидных железах. То есть налаживается щитовидная железа, уходит зоб. У нас вообще великолепный результат по одному из партнеров. Вот мы делились результатами. У нее базетова болезнь. И врач ей сказал, что, вы знаете, у вас соединительная ткань, наверное, просто подтянулась, поэтому глаз уходит встает на место.
То есть базитова болезнь, когда глаза на выкат, это щитовидная железа, это зоб. Вот, я говорю, какая ерунда. Я понимаю, что это действительно так, но это э, глаз-то на место встает, потому что заболевание уходит. Заболевание уходит. Плюс ко всему был тотальный тромбоз на ногах, который практически тоже уже ушел. Да, с болями и чешется и все остальное. И даже она думала, что у нее нарывало там две вены, которые не спрятались, хотя вся нога была синяя. Пошла к хирургу, он сказал, ничего подобного, резать не будем, все у вас пройдет. И вот поэтому она принимает по 6 капсул, ей 73 года. То есть поэтому вы не бойтесь больших дозировок. Кому нельзя большую дозу, кому нельзя. Если у вас аневризма, по, по одной капсуле в день можно делить напополам. Если у вас открытая язва или кровотечение, вообще категорически. После операции, если геморрагический инсульт произошел и прошел только месяц, не больше одной капсулы в день. То есть, если у вас где-то есть кровотечение, это могут быть и легкие, это может быть маточное кровотечение, то есть язвы открытые, принимать водород нельзя. Но исключение из этого, вот я сделала исключение из этого, если вдруг ампутация конечности при сахарном диабете. То есть я, наоборот, рекомендую пить по 6 штук. Ну и если уже грозит ампутация второй раз, то есть это же мы с вами знаем уже эту практику, если палец на руке или на ноге отняли, то потом уже отчирикают по самые там выше колена или по самое плечо. Поэтому я рекомендую пить до 6-8 капсул. Я говорю, кровью человек не истечет, потому что там уже шов, он все равно подживший. А вот для того, чтобы убрать гангрену, надо большие дозировки, чтобы полностью все капиллярчики, все прочистилось, и у нас тоже поэтому хорошие результаты. Люди уходят от вторичной операции. Вот. Ну, что такого еще интересного? Ну, вот еще интересная практика, это на Украине мужчина сам доктор, а, э, это липомы. Липомы вообще, как правило, говорят, по наследству передаются и так далее, и так далее. То есть на теле большие жировые шишки. Бывает даже спина, как стиральная доска. И вот все-таки это заразная вещь, и поэтому принимали даже по 10 капсул Авелайна, утром 2, утром 5 и вечером 5. Вы знаете, за месяц приема препарата липомы уменьшились, размягчились, уходят. Вот, поэтому сами смотрите, по своему состоянию регулируйте. Особенно если не хотите огласки и никому ничего не говорите. Поэтому, когда меня спрашивают, что водород панацея, я говорю, ну да, панацея. Вот. Конечно, бывают такие ситуации, что у человека кровохарканье или еще что-то. Я говорю, вы смотрите сами, кровь разжижается, хотя пусковидное состояние уходит очень хорошо. Но если уже как бы такие моменты, что где-то кровит внутри, то надо либо с большой осторожностью, то есть я людям говорю, извините, я не беру на себя такую ответственность, может произойти кровотечение, поэтому лучше прием отложить, пока подживет. Вот. То есть и с пересадкой органов тоже, потому что водород очень мощно поднимает иммунитет, орган может отторгнуться. Но пересадка органа, это, допустим, я не говорю про хрусталик или аппаратно-сердечные мышцы. Звонит, приношу извинения.
Вот. Ну вот, то есть идет омоложение соединительной ткани, то есть это фазы, связки, наша кожа абсолютно происходит рецидива, если у человека не происходит рецидива, если у человека удалили грыжу, к примеру. Ну, не удалили, а подшили грыжу. То есть одну грыжу подшили, вторую грыжу, то есть рвется, именно рвется соединительная ткань. Обязательно надо пить магний водород. У кого грыжи, позвоночные грыжи, протрузии, суставные заболевания, да, идут и осложнения, пить надо долго, пить надо довольно много. Обязательно надо паразитариться, и потом уже надо принимать препарат для печени. То есть гиполайн для поддержки печени, препарат очень мощный. Это эссенциальный препарат, печень очень любит эссенциальные препараты, поэтому его много не бывает, его можно принимать по 2 штуки 3 раза в день, можно принимать